том, что Зеленский хотел быть президентом, я знаю. А зачем мне президент нужен, который не знает, хочет он или не Зеленский хочет? хотел быть президентом с самого начала, как ты думаешь? Я думаю, да. То есть вот история не с Трампом, который не думал, что победит. Например, Трамп не думал, что победит, и его советники и коллеги не думали. Они даже вот есть показания там в докладе Мюллера, как ему чувак какой-то говорит, значит, его... Ну там говорит, разные цифры. Да, говорит, а зачем тебе это вот нужно, мы все равно не победим, да? И вот он победил. А Зеленский как-то, ну, ты знаешь или ты думаешь, что он хотел? Я знаю, что он хотел, но вот есть момент, который для меня не является очевидным. Я почему-то уверен, что он захотел еще сильнее, когда посмотрел на цифры. Вова очень прагматичный человек. Владимир Александрович, сори. Ну, расскажи что-нибудь личное про него, мне интересно. Вот, ну, не только мне, нас там куча людей смотрит. Расскажи лично про Зеленского, его никто не знает, кроме близких людей. Он очень волевой человек. Это правда. Он очень волевой человек, он очень способный человек, очень талантливый человек. И не только творчески. То есть он на ровном месте сюда с голой, извините меня, задницей прибыл. Вот, и сколотил огромную корпорацию, многомиллионную, причем в долларовом эквиваленте, понятным бизнесом, понятным, прозрачным бизнесом. Он, насколько я помню, был первым из украинских селебритис, который задекларировал миллионы и сказал: да, я миллионер. Это было, наверное, лет 12 назад, может больше. Он очень дорожит своими друзьями и теми, кто играет в «Портале». Вы посмотрите, там же текучки вообще нет практически. Смотри, это я вот в группах некоторых музыкальных, даже известных, я просто знаю, не в украинских, но там вот вроде бы фронтмен есть такой, да, а коллектив его ненавидит, да, ну и он к ним относится как... «Квартал» его обожает. Это другая история совсем. Абсолютно, да? Его обожают. Я не могу за все... за что? Вот по идее он богаче их всех, да? Он владелец и так далее. Да. За что можно уважать, вот какие качества, за которые могут уважать не только начальника, но и работодателя, хозяина предприятия, наемные сотрудники? Ну, потому что он создал им идеальные условия для труда, для заработка, понятные, прозрачные, одинаковые для всех. Вот, условия. То есть там правила работают? Конечно, там работают правила, да. Это не то, что ты мне там зашел там по коньяку? Нет. Вот, но затем он не заносится. То есть у него, у него нет звезды. Вот мы с ним не виделись, наверное, больше 10 лет. И вот когда встретились, не так давно в кулуарах, когда он приходил на программу к нам. Вот, в общем-то, то есть он не меняет отношения к людям. То есть он держится ровно всегда.